Здравствуйте, в эфире новости Татарстана, в студии Алия Хайрудинова. Что было главным в первый день недели? Большая беда и широкая помощь. Сводно-мобильный отряд, укомплектованный необходимым шансовым инструментом и мотопомпами для откачки воды. Что происходит в Оренбурге и как татарстанцы поддерживают жителей региона, узнал Дмитрий Аринин. Апрель может установить температурный рекорд. На неделе татарстанцев ждет плюс 25. Сухая трава уже горит. Подробнее в материале с Ириной Васильевой. Изнанка мегаполиса. Делать, конечно, надо, но это затянулось уже. Когда в Казани завершатся работы на третьем северном коллекторе, расскажет Рамиль Галиулян. В Казань приехал герой России, космонавт Петр Дубров. Главными событиями были, конечно, прием 2 новых модулей в состав российского сегмента Международной космической станции. Каким был его путь к звездам, расскажет Карина Валяхметова. В Оренбургскую область по поручению Рустама Минниханова для ликвидации последствий наводнения выехал сводный отряд МЧС республики. Спасатели будут помогать своим коллегам из разных регионов восстанавливать жизнь в пострадавших городах. Сегодня в Оренбуржье уже в 4-й раз прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Здесь до сих пор действует режим ЧС. За сутки подтопило более 1000 домов и столько же участков. Уровень воды снижается, но ситуация все еще критическая. С обзором последних событий Дмитрий Аринин. Ситуация с паводком в Оренбурге остается напряженной. Количество подтопленных приусадебных участков в городе уже перевалило за 10 тысяч. С подтопленных территорий на лодках спасатели вывезли более 1500 человек. Почти 200 – это дети. Мы спасаемся. Дедушку вывезли, еле уговорили. По решению Раисы Республики в Оренбург направлен отряд МЧС. В составе сотрудники поисково-спасательной службы и работники пожарной охраны. Сводно-мобильный отряд в составе 52 человек, 10 единиц техники, 6 плавсредств, укомплектованный необходимым шансовым инструментом и мотопомпами для откачки воды. Наши спасатели уже прибыли на место и приступили к работе. В Орске уровень воды продолжает снижаться. За сутки разлив реки Урал опустился на 11 сантиметров. Спасатели откачали более 100 тысяч кубометров воды. В Оренбургскую область в 4-й раз с начала паводка прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Сегодня он посетил места подтоплений, проверил выполнение ранее данных поручений и встретился с пострадавшими. Многие сейчас находятся в пунктах временного размещения, под которые оборудовали и школьные спортзалы. Вы не представляете, с какой силой шла. Это такое течение было, человеку не удержаться, бежали бегом. У нас есть дошкольники, начиная от дошкольников и заканчивая пожилыми людьми. Мы получили огромную гуманитарную помощь, поэтому всем, кто здесь проживает, хватает. Помощь жителям области продолжают оказывать татарстанцы. Накануне из казанского пункта сбора, организованного молодогвардейцами «Единой России», отправили 800 килограммов груза. Это питьевая вода, одежда, продукты длительного хранения. Следующая отправка в среду. Партию крупы для жителей Оренбуржья закупил Всемирный конгресс татар. Также сегодня он открыл расчетный счет для сбора средств пострадавшим. Татарстан всегда был рядом и будет. Гуманитарная помощь этим только не заканчивается. В среду мы направляем 20 тонн гуманитарной помощи именно от Всемирного конгресса татар. Это 10 тонн крупы, которые нам дает татарский предприниматель фермер из Куркачеевского района, Нияз Гарипов, а также 10 тонн будет чистая питьевая вода также направлена. Пункты сбора гуманитарной помощи открыты в городах и районах республики. Они будут работать, пока в этом есть необходимость. Дмитрий Аринин, Ранья Абдрахманова, Булат Абдульманов, ТНВ, Казань, Оренбург. Следователи Центрального следственного управления на транспорте и Татарская транспортная прокуратура выясняют причину столкновения паромов на переправе Аракчино-Верхний Услон. Инцидент случился 13 апреля, на второй день работы переправы в этом сезоне. Пострадавших не было, суда остались на плаву, но получили небольшие механические повреждения. Действия перевозчиков проверяют по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта» Уголовного кодекса России.
Татарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности судовождения. При наличии оснований примет меры реагирования. Следователи Следственного комитета на транспорте устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Проверяются, были ли соблюдены судоводителем правила движения и эксплуатации водного транспорта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В социальных сетях обсуждают кадры с казанского кладбища Курган. Судя по фото и видео, здесь затопило могилы, повреждены захоронения. Кто-то разглядел на фрагменте кисть руки. Позже выяснилось, это были высохшие цветы. Как сообщили в Управлении по организации ритуальных услуг, на место выезжали сотрудники полиции. Проверка показала, информация не соответствует действительности. Исполком уточнил, часть могил просела из-за весеннего размыва грунта. На видео телеграм-канала засняты захоронения, проведенные зимой. По весне они всегда слегка проседают, поскольку выкопанная зимой земля замерзает и каменеет, а весной оттаивает. В некоторых случаях это может привести к падению надгробных знаков, если они были установлены непрочно. Это традиционная для весны ситуация. Новость, которую ждала без преувеличения, четверть жителей столицы республики в Казани приступили к завершающему этапу ремонта третьего северного коллектора. Сооружение, построенное почти 40 лет назад, обслуживает больше 200 тысяч казанцев. Это 850 многоквартирных домов и почти 100 социальных объектов. Но половина магистрального трубопровода в ветхом состоянии. За последние 10 лет здесь произошло больше полусотни аварий. Какую технологию применяют, когда завершат работы, и насколько долговечными будут новые трубы, расскажет Рамиль Галиуллин. Перекресток улиц Амирхана и Читаева. Восстанавливают изношенные трубы здесь с помощью специального полимерного рукава. Технология позволяет ремонтировать канализационные сети изнутри. Под напором воды рукав проникает в поврежденные участки труб и застывает. Такой метод помогает существенно ограничить объем земляных работ. Срок службы рукава более полувека. Через третий казанский коллектор проходят основные стоки северной части города. Он построен еще в 1985 году и пролегает от улицы Гаврилова до Несмелого. Однако на сегодня из 8 километров магистральных труб больше половины считаются ветхими. Изношенная система канализации не выдерживала возросшую нагрузку. Нечистоты размывали грунт под асфальтом, приводя к обрушениям. За последние 12 лет произошло больше полусотни таких случаев. Для устранения аварий приходилось закрывать проезжую часть и ограничивать движение, что перегружало другие транспортные артерии. Я сама даже лично видела, земля вот провалилась, где вот сюда на Читаево дорогу переходит. Автобус прямо даже свалился. Чинят, молодцы. Правда, долго, надоело все это, но там постоянно техника стоит. Так я и рада, что делают, слава богу, зато все это нормально будет. Работы на коллекторе начались еще в начале 2022-го. Сейчас специалисты приступили к завершающему этапу. Протяженность участка на Амирхана почти 800 метров. На половине работы уже завершены. У нас еще есть на этом коллекторе еще порядка 4 провалов, которые появились начиная с 2022 года. То есть мы ранее говорили о том, что мы 3 участка ремонтируем. Сейчас у нас еще есть несколько участков. Это где-то от Нефтярены, Магеллан. Потом есть на Гаврилова небольшой провал, который мы будем устранять. И который сейчас вот на Чистопольской 2 недели назад еще появился. Третий северный коллектор – одно из 9 крупных сооружений, предназначенное для городских стоков. Он обслуживает 850 многоквартирных домов, 200 административных зданий, почти 90 детсадов и школ и 4 больницы. Рассчитан также на перспективную застройку. Мы прилагаем все возможные усилия для того, чтобы эту работу ускорить. Объем перекачиваемых по коллектору стоков примерно 1/4 часть всех городских объемов, поэтому трудно переоценить его значимость для городского хозяйства, для комфорта жизни горожан. Ремонт и благоустройство территории на третьем участке коллектора планируют завершить в июле. Рамиль Галиуллин, Алия Сабирова, Рамзиль Гарипов и Данил Филатов. ТНВ. Казань. В Набережных Челнах начался ямочный ремонт. На сегодня реконструировали почти 1000 квадратных метров дорожного полотна. Такие данные озвучили на деловом понедельнике. Мэр Автограда Наиль Магдеев поручил исполкому города совместно с Минтрансом республики проработать вопрос ремонта дорог, разбитых большегрузами во время строительства объезда трассы М7. Ранее министр транспорта и дорожного хозяйства Фарид Ханифов пообещал восстановить эти участки. Беспокоим вышестоящие наши министерства и ведомства с тем, чтобы
привели в то состояние, когда эксплуатация позволяет пользоваться безаварийно этой дорогой. Утром декабрь, днем июнь, вечером март, и все это капризный апрель. Сегодня через нашу республику проходит атмосферный фронт северо-западного циклона. Он принес к нам дожди и сильный ветер. Его порывы местами доходят до 23 метров. Температура днем около 10 градусов тепла. Завтра республика окажется в тыловой части циклона. Дождливая ветреная погода сохранится. В среду циклон сменит гребень повышенного давления. Осадки не прекратятся, а температура начнет стремительно подниматься. Последние дни недели могут запомниться температурными рекордами. Воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Татарстане еще не введен особый противопожарный режим, а трава уже горит. В эти выходные густой дым расстилался над Танаевскими лугами. Пламя заметили жители Нижнекамска. Пока точная причина возгорания не установлена. Есть предположение, что все из-за неправильного обращения с огнем рыбаками. В Казани жители заметили горение сухостоя у Троицкого леса. В Татарстане 22 апреля ведут особый противопожарный режим. Он продлится 3 недели. До 12 мая запретят разводить костры, поджигать бытовые отходы, сухую траву. Также воспрещается готовить еду на мангалах, жаровнях на территории населенных пунктов, садов и детских лагерей. В прошлом году в пожароопасном сезоне зарегистрировали 1184 термические точки. 942 случая возгораний зафиксировали на приграничных к лесному фонду территориях. Сегодня в Казани запустили автоматическую фиксацию машин, припаркованных на газонах. Специальный комплекс будет работать на основе оцифрованных границ зеленых зон. Парковка транспортных средств на таких территориях недопустима. В апреле инспекторы в ручном режиме уже оформили 8 протоколов по этому виду нарушений. Еще 19 находятся в работе. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, зимой автомобилисты часто оставляли машины на газонах. Теперь за это последует наказание в виде штрафа. Недовольные бывают и идут судиться, оспаривают в судах эти штрафы. Надо понимать, что судятся они не с нами, а судятся со своими соседями, со всеми, кто живет в этом городе. И которые, в отличие от них, эти правила благоустройства и соблюдают, и берегут. Татарстан стал лидером в Приволжском округе по вылову рыбы. Как удалось обойти Саратов и Самару, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Заседание Совета директоров Татэнерго провел сегодня премьер-министр Алексей Песошин. Обсудили результаты финансово-хозяйственной деятельности за прошлый год, итоги реализации электрической и тепловой энергии, выполнение плана капитального строительства и реализацию инвестиционной программы. Также Совет директоров ознакомились с вопросами повышения надежности и безаварийной работы по итогам прошедшего года. Еще один вопрос – закупочная деятельность Татэнерго. Следующее заседание Госсовета Татарстана состоится в пятницу, 19 апреля. Такое решение приняли сегодня на заседании Президиума парламента. Его провел Фарид Мухамедшин. На повестке 16 вопросов, в том числе 5 проектов республиканских законов и 6 федеральных. Они касаются защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, капремонта общего имущества в многоквартирных домах, приватизации госимущества. Главный – отчет правительства Татарстана о работе в минувшем году. От депутатов уже поступило 47 вопросов, в основном об экономике, импортозамещении и исполнении бюджета республики. 23-й год, несмотря на очень сложный период, санкции всевозможные в отношении, в том числе и Республики Татарстан, его предприятий, и в целом экономические проблемы, которые появились в стране и в Республике Татарстан из-за усложнения реализации производимой продукции на рынке европейских государств. Рустам Нургалевич Минниханов ищет пути на азиатских регионах, в этих странах, для того, чтобы нашу продукцию реализовать там. И мы добились больших успехов. Более 900 вакансий от работодателей представили на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Нижнекамске. Наибольший интерес у соискателей вызвали стенды крупных промышленных предприятий, в том числе и акционерного общества «Таиф НК».
Я хочу документ образования. Можно как-то узнать информацию? Лия Хайрулина в этом году заканчивает Нижнекамский вуз. Совсем скоро она получит заветный диплом. Ну а пока новоиспеченный экономист-бухгалтер подыскивает работу на ярмарке вакансий. Девушку заинтересовало предприятие ТАИФ НК. Я думаю, ТАИФ НК, потому что это одна из крупнейших компаний. И, естественно, производство для... По моему направлению экономико-бухгалтерский учет. Это достаточно перспективно. У стенда ТАИФ НК всегда оживленно. Работой интересуются как студенты, так и опытные специалисты. На ярмарке представлены актуальные вакансии. Здесь же можно получить консультацию. В основном интересуются рабочими профессиями, такими как оператор технологических установок, машинист технологических насосов, слесарь по ремонту технологических установок, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Соискатели заполняют резюме, далее мы их рассматриваем и приглашаем на собеседование. На ярмарке предлагаются не только рабочие профессии. В компании сейчас нужны инженеры-технологи, специалисты по снабжению, сотрудники в сфере экономической безопасности. ТАИФ НК – социально ориентированная организация. У нас очень мощный социальный пакет. Кроме того, хотела объявить и сказать, что с 1 марта у нас очень сильно повысился уровень заработной платы, порядка 30%. И мы на сегодняшний день очень конкурентоспособны и очень интересно для соискателей. Поэтому приглашаю в ТАИФ НК для трудоустройства. ТАИФ НК – ведущее нефтеперерабатывающее предприятие страны. Компания приглашает на работу амбициозных людей, готовых расти и развиваться. Узнать об актуальных вакансиях на сегодня и подать электронное резюме можно и на официальном сайте компании. Рамиль Шайдуллин, Алена Струминская, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Нижнекамск. В Татарстане идет подготовка к международной акции «Диктант Победы». 26 апреля свои знания истории Великой Отечественной войны могут проверить все жители страны, также участники из 56 стран. Это Албания, Венгрия, Нидерланды, Марокко, Эфиопия и другие. В Татарстане будут работать 309 площадок. За 45 минут участникам предстоит ответить на 25 вопросов. Задания будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, юбилеям писателей-фронтовиков и другим важным датам. Ожидается участие 20 тысяч татарстанцев. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте диктантпобеды.рф. Прийти на Диктант Победы и отдать дань памяти людям, которые отдали жизни за то, чтобы мы сегодня жили спокойно, я считаю долгом каждого человека, у которого жизнь связана с Россией. Сегодня день памяти великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Его не стало 111 лет назад. 15 апреля он скончался в Клячкинской больнице Казани после тяжелой болезни. Сегодня на могиле поэта звучала поминальная молитва, слова признания и гордости. Здесь собралась вся татарская интеллигенция. Писатели, деятели культуры, общественники возложили цветы, цитировали стихи, вспоминали тернистый жизненный путь Тукая. Писатель Марат Амирханов написал второй том своей книги «Габдуллажан», посвященную поэту. Про Тукая очень много неверных суждений было до этого. Идеологический подход к вопросу освящения Тукая. А Тукай тут, он сам, как он жил в действительности, вот в этой книге Тукай вот так и изображен. В жизни бывают такие люди, которых не хватает всегда. Вот Тукай один из них, я бы сказал, самый главный из них, личность, человек, поэт великий. Поэтому мы изучаем его творчество, изучаем жизненные там нюансы, какие-то детали до сих пор. У него такие стихи, значение которых все время возрастает. Более 150 нижнекамцев стали участниками мотивационной встречи проекта «Ты можешь все». Она прошла накануне в зале театра юного зрителя Нижнекамска. Известные спикеры с инвалидностью рассказали о силе воли и своих безграничных возможностях и личных успехах. Организатор проекта – программа социальных инвестиций «Формула хороших дел» компании «Сибур».
Это выступление в полной мере отражает слоган мотивационной встречи «Ты можешь все». На фортепиано играет певица Вероника Лазарева. У девушки врожденная аномалия рук и ног. Но, несмотря на свои физические ограничения, Вероника не ограничивает себя. Она не раз собирала полные залы зрителей. Ей удалось спеть дуэтом с Сати Казановой и стать жемчужиной Татарстана. И она такая здесь не одна. В зале царит по-настоящему инклюзивная атмосфера. Многие из участников мероприятия также имеют инвалидность. Это очень приятно. Приятно видеть тех людей, из другого города. И что они делают. Приятно очень. На мотивационной встрече выступили 4 спикера. Все они имеют инвалидность, но достигли немалых высот. Рассказывали о своем пути, правильном позиционировании в обществе, о новых возможностях продвижения в социальных сетях. Главная задача таких встреч – зарядить энергией участников и не только тех, у кого ограничены возможности по здоровью. Я незрячая с детства, массажист, блогер с инвалидностью. Мы представляем проект «Город возможностей». Это обучающая, объединяющая среда для блогеров с инвалидностью и не только, для всех людей, которые хотят развивать социальные сети, делать интернет доступным, развиваться сами и менять отношение общества к людям с инвалидностью. Мы проводим полноценную большую встречу для всех инклюзивных сообществ Нижнекамска. Видим сейчас в аудитории и старых друзей, с кем общались уже год назад. Очень радуют новые лица. И, конечно, то, что за год количество материалов, которые выпускают ребята с инвалидностью в Нижнекамске, очень сильно выросло. «Ты можешь все» – это межрегиональный проект программы социальных инвестиций Сибура «Формула хороших дел». Подобные встречи проходят во всех городах присутствия компании. В Нижнекамске проект реализовали 2-й раз. Мы хотим все вместе создать Нижнекамск город равных возможностей для всех. И мы видим эту потребность и стараемся наполнять какими-то мероприятиями, подобным этим, которые, по сути, несет в себе важную социальную составляющую и способствует в том числе развитию комфортной городской среды. Инклюзивная среда – это когда мы все вместе, вне зависимости от наших особенностей, общаемся. Мы вместе можем быть на мероприятии. И вот как раз такие встречи мотивационно, они помогают преодолеть этот барьер в наших головах. В этом году мотивационную встречу посетили более 150 нижнекамцев. С каждым разом число участников будет расти, уверены организаторы. Алия Хайрудинова, Алена Струминская, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Нижнекамск. Звездный гость пришел к абитуриентам КНИТУ КАИ. Космонавт, герой России Петр Дубров встретился с теми, кто хочет связать свою жизнь с космосом. Высшее звание он получил в 2022 году, когда установил рекорд среди россиян по времени работы на МКС. Петр Дубров пробыл там 355 суток. За это время совершил 4 выхода в космос, принял 2 модуля и снялся в фильме «Вызов». Что еще интересного он рассказал молодежи, Карина Валиахметова. Когда первый момент, ты смотришь в иллюминатор корабля и видишь горизонт нашей планеты и понимаешь, что это уже не картинка, не фотография, сделанная спутниками, это ты видишь своими глазами. Петр – обычный парень из Хабаровска, с детства мечтал покорить космос. Сегодня он часть истории Роскосмоса и герой России. 355 суток длилась его рекордная экспедиция. В открытом космосе он провел 29 часов и 44 минуты. Мы хотим символ казанского авиастроения подарить вам на память о пребывании в Петербурге. В детстве был не самым сильным ребенком. Думал, что мечта так и останется несбыточной. Но спорт помог ему укрепить здоровье. Отучился на инженера и продолжал тянуться к звездам. В 34 года он собрал документы и прошел набор в отряд космонавтов. Спустя 8 лет подготовки состоялся его первый полет. Было задымление, один из блоков перегрелся в процессе работы. К счастью, он был обесточен, поэтому эта ситуация не стала развиваться дальше. Потом этот блок нашли, заменили, и работа станции продолжилась в штатном режиме. Кроме космических подвигов, Петр снялся в художественном фильме «Вызов». Он приобрел оглушительную популярность и вызвал большой интерес к космонавтике. Очень бы хотелось увидеть настоящего космонавта вживую. Я всегда восхищалась космонавтом и вообще я интересовалась темой космоса. Я считаю, это очень крутой и смелый поступок. Ученики тоже смогли удивить космонавта. Рассказали о спутнике КАИ-1, который запустили в 2022 году.
году. Там устанавливали на спутник множество камер, и то есть нашей задачей было получать фотографии с этих камер и создавать по ней 3D-модель, чтобы можно было ориентироваться и смотреть на изображение вокруг себя. С первого полета человека в космос прошло 63 года. Ежедневно космонавты занимаются техобслуживанием МКС и открывают новые грани Вселенной. Это был день открытых дверей и день открытого общения с героем. Многие из ребят только убедились в своем выборе и хотят, как и Петр Дубров, пройти свой путь к звездам. Карина Валиахметова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Это все главные новости. Сейчас передаю слово Наилю Дзихате. Он расскажет о погоде на завтра. До встречи. Внедорожники премиум-класса Exit в Канавто. Преимущество на Exit TXL до 1 миллиона 130 тысяч рублей. В апреле сигнализация в подарок. Пройдите тест-драйв в Exit-центре Канавто. ЖК «Новый свет» от Акбарсдом. Квартиры с патио и террасами от 18 тысяч рублей в месяц. Акбарсдом, дом там, где мы. 16 по 28 апреля. Распродажа индийских товаров. На декабристов 154. Запомни, если аптека, то Фармленд. Здесь ассортимент большой. И цены нормальные, и скидки постоянно. У меня в голове не укладывается. И для головы сейчас купим. А вот видишь, покупать в аптеках Фармленд просто и выгодно. А от моей заразы что-нибудь есть? Я все слышу. Хорошая, говорю, аптека. Фармленд. Аллергия может появиться в любом возрасте и часто начинается бессимптомно. Оцените чувствительность к пыльце, продуктам питания и бытовым аллергенам в лаборатории «Гемотест». Скидка на анализы и бесплатная расшифровка результата по программе «Страна Гемотест». Автотопливозаправщики «Хамелеон». Ты – это ты. Даже когда ты разный. В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем Любава каждый день. Любава – мой любимый крем. Qozonda kuning istelikli, ko'ngilli o'tsin desang, Baumanorama 31-yurtqa kel. Tılsımlı urmanni ko'ru, o'ta ko'rinmali dunyoga shumu, сюрреалистик супермаркетga aylagu. Bular borasida dvorец впечатленияда. Qunaqqa kutamiz. Qozon, Baumanorama 31-yurt. Забота о себе начинается с малого. Больше гулять, работать в саду. А забота о финансовом здоровье начинается в офисах Центра Финанс. Воспользуйтесь акцией на деньги с ежедневным платежом 0 рублей для новых клиентов. Узнайте больше о том, как улучшить свое финансовое самочувствие в офисах Центра Финанс. Госпрограмма на автомобиле «Лада» продлена. Новые автомобили «Лада» в апреле по госпрограмме с выгодой до 500 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Если «Лада», то «Канавто». Здравствуйте, исянмысыз. В предстоящие сутки Татарстан останется под влиянием атмосферных фронтов. Местами ожидаются осадки. Подробнее через пару секунд. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Балтасях, Высокой горе облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Температура днем 9-11, ночью 2-4 градуса тепла. В Кайбицах, Буинске и Дрожжаном переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем 11-13 градусов, ночью 3-4 градуса тепла. В Чистополе, Наушишминске и Черемшане облачно с прояснениями, местами осадки в виде дождя. Температура днем плюс 11-13, ночью плюс 3-5. В Набережных Челнах, Сарманово и Агрызе переменная облачность. Здесь тоже дожди. Днем 10-12, ночью 3-4 градуса выше 0. В Альметьевске, Бугульме и Урусу температура днем 11-13 градусов, ночью 3-4 градуса тепла. Здесь облачно с прояснениями, местами дожди. В туристических городах погода такая же. В Свияжске температура днем 11 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Ночью плюс 4 градуса.
В Болгарах днем 12 градусов выше 0, ночью около 2. Здесь будет переменная облачность, дождей не прогнозируют. В Елабуге ожидается облачная погода с прояснениями. Ожидается дождь. Температура 11 градусов тепла днем и 4 градуса ночью. Санчи благотворно влияет на работу всего организма, дает энергию, улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Полезные свойства санчи проверены веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Хорошая новость. Только 19 и 20 апреля в аптеках Farmland на санчи 20% скидка. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. С 4 по 18 апреля в клинике варикоза нет. Прием флеболога под контролем УЗИ всего 690 рублей. Звоните 212 20 10. С 4 по 18 апреля 2024 года в клинике варикоза нет. Прием хирурга, флеболога под контролем УЗИ всего 690 рублей. Казань, улица Достоевского, 40. Запись по телефону 8 843 212 20 10. В столице Татарстана будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Температура днем 11 градусов тепла, ночью 5 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление ниже нормы, 744 мм ртутного столба. Ветер западный более 8 метров в секунду, влажность 55%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Будьте здоровы, всего хорошего.